Телеканал БСТ свое вещание продолжает. Всем, кто только что включил свои телевизоры, доброго утра. Меня зовут Юлия Санбердина. Хорошей пятницы желаем вам и к важной теме обращаемся. В прошлом году лесные пожары на территории Республики Башкортостан уничтожили сотни гектаров леса. Как складывается обстановка на сегодняшний день? Стоит ли опасаться новых очагов и как не стать виновником возникновения пожара? Обсудим сегодня с нашим гостем. В студии программы «Салям» Динар Азатович Салихов, заместитель начальника Государственного казенного учреждения противопожарной службы Республики Башкортостан, Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Да, у нас последняя неделя выдалась такой прохладной и дождливой. Это как-то на руку нам статистика уменьшилась по пожарам или все-таки все еще так же, как раньше? Хотел бы поговорить по поводу пожароопасного периода. Да, понятно, что летний период, он имеет свои особенности по пожарной нагрузке, по обеспечению безопасности. Но и погодные условия играют немаловажную роль. То, что горючая нагрузка, то, что может гореть, находится после дождя в сыром состоянии. И в этом году дождливая погода способствовала снижению по сравнению с прошлым годом количества возникновения ландшафтных, в том числе и лесных пожаров. Если в прошлом году, по сравнению с прошлым годом, у нас снижение происходит практически в 10 раз по количеству ландшафтных лесных пожаров. Соответственно, и площади уменьшились. Но этот период, так скажем, непродолжительный. Стоит погоде установиться, обширные воздушные массы с южной стороны, которые устойчиво покроют территорию теплыми погодами, жаркой погоды, все, растительность подсыхает, и вероятность возникновения ландшафтных пожаров резко увеличивается. Здесь уже надо всегда быть наготове. Поэтому контроль за состоянием лесного фонда, территории сельхозпоселений, все, что связано с угрозой возникновения ландшафтных пожаров, постоянно находится под контролем. Вы говорите ландшафтные пожары, а я говорю лесные пожары. Это одно и то же? Нет, не совсем одно и то же. Если лесные пожары, то есть лесной фонд находится под контролем Министерства лесного хозяйства, то есть же еще и земли других категорий, земли поселений, сельхозугодия, где также имеется растительность, и также она может высыхать, и также есть посещение людей, и ведутся какие-то производственные работы, и угроза возникновения горения растительности возникает практически везде. И степень опасности и, скажем, способы реагирования на тушение зависят от зоны ответственности. Понятно, что если сравнивать с бытовыми техногенными пожарами, где есть потребность такого взрывного характера реагирования, потому что есть угроза жизни людей, люди находятся в замкнутом пространстве, надо оказывать помощь, то ландшафтные пожары и тактика тушения их в корне отличается. То есть не так быстро собираются пожарные на тушение лесного пожара? Не то, что быстро. Реагировать надо всегда. И провести разведку, и оценить обстановку. И мало того, что не надо об этом расслабляться. И если мы упустим в начальной стадии развития ландшафтного пожара привлечение достаточного количества сил, то потом потребуются уже серьезные ресурсы для его ликвидации. Да, и мы знаем истории, когда волонтеры помогали пожарной службе, Госкомитету часть. Для тушения ландшафтных, лесных пожаров определенный порядок реагирования. Есть определенный состав сил, который предусмотрен, рассчитан. Это и лесопожарное формирование, подразделения государственной противопожарной службы, волонтерские формирования. И все это находится как бы под контролем соответствующих структур, которые отвечают за данное направление. Есть дежурно-диспетчерские службы в муниципальных образованиях, есть диспетчерская служба Министерства лесного хозяйства, и также в каждом населенном пункте есть система дежурной службы 01. Это целый клубок системы, и каждый механизм, каждое звено должно отработать без запинки. Стоит сорваться одному звену, и механизм он застопорится и привести к более серьезным, так колоссальным последствиям, где уже придется потратить уже серьезные ресурсы. А вот сейчас статистику, если рассматривать, на территории Башкортостана что-то горит вот в таком формате, о котором мы говорим? Если показать статистику, то на сегодняшний день лесных пожаров прошло 8 всего лишь в этом году. Это всего лишь, да? Да. По сравнению с прошлым годом. В прошлом году уже было порядка 165 в этот период. А на территории, скажем так, вне лесной зоны, где, скажем так, ландшафтные пожары, то в прошлом году за год было более 1500 загораний сухой растительности.
В этом году также снижение порядка 8-10 раз мы идем со снижением. Это очень приятная статистика, Ну, верно? впечатлительные такие цифры. И говорю, в первую очередь сказывается, во-первых, погодные условия, от которых формируется класс пожарной опасности. И от этого класса зависит уже система патрулирования, мониторинга. В системе Министерства лесного хозяйства предусмотрены порядка 10 маршрутов авиапатрулирования именно по тем горно-таежным зонам, где труднодоступна местность, и отследить состояние растительности, там и туристы, и для этих целей проводится патрулирование. Они патрулируют не только лесной массив, но и прилегающие территории к населенным пунктам. Идет полное взаимодействие. Обнаружили задымление, определили точку, принадлежность, информацию передали. И идет оперативное же реагирование. Соответствующая сила уже выезжает, и стоит задача в начальной стадии это локализовать. Стоит только упустить этот момент, площадь увеличивается, уже потребуется уже и волонтерские движения, и профессиональные подразделения, и все структуры, которые предусмотрены планом привлечения сил. Это, соответственно, уже серьезные ресурсы. Но еще же и техника работает, если действительно масштаб большой. У нас на вооружении в республике есть даже, по-моему, вертолеты, да? Есть пожарно-спасательный вертолет, который находится в составе Государственного комитета по ЧС. Он также привлекается для тушения лесных пожаров. В прошлом году, кроме тушения лесных пожаров, еще проводили и мониторинг, помогали Министерству лесного хозяйства. И этот вертолет работает и зимой, и летом. Потому что зимнее время подготовка к паводку, потом мониторинг паводковой обстановки. Летом, соответственно, техногенные, ландшафтные пожары, и вертолет постоянно находится наготове. Надеемся, что он будет пореже подниматься в воздух по чрезвычайным ситуациям, только для мониторинга. Но в прошлом году он провел более 30 вылетов для тушения пожаров. Из них лесные и ландшафтные пожары. Техногенно было 2 вылета. А вот сейчас, несмотря на то, что вот такая погода стоит не очень приятная, но вроде налаживается потихонечку, особый противопожарный режим не снимается же? Нет, не снимается, потому что противопожарный режим особого характера был введен 27 апреля. Для каких целей? Первомайские праздники. Зеленая растительность еще не поднялась, а население начинает уже в садовых участках наводить порядок, сжигать мусор. Это провоцирует вероятность возникновения, так скажем, бытовых техногенных пожаров. И вот этот момент, он должен всегда быть под контролем. В лесной зоне производственная деятельность, порубочные остатки, их тоже нужно ликвидировать. Все, сжигать нельзя. Вот когда снимают особый режим противопожарный, это будет осенью, когда уже не будет такой опасности возникновения пожаров, вот тогда уже можно будет утилизировать эти порубочные остатки. А для населения, конечно, тоже есть ограничения. Потому что посещение лесов, разведение открытого огня, это все это находится как бы в этот период в зоне ограничения. Но тем не менее, находясь в выходные дни в садовых участках, все хотят и шашлыком угоститься, и все равно же порубочные остатки какие-то растения тоже надо будет утилизировать. Для того, чтобы утилизировать порубочные остатки, подождите, у нас будет снятие режима особого противопожарного, потом будет уничтожать. А по поводу шашлыков, мангалов, конечно, есть особые требования разумные меры принимать надо. Элементарные меры пожарной безопасности. Нормативное расстояние от места разведения открытого огня до строений, сооружений раньше было у нас 50 метров, сейчас они уменьшили до 15. А если в закрытой, скажем, объеме мангале, то это расстояние уменьшается до 7,5. Ну и элементарные меры безопасности. То есть контроль за детьми, чтобы не было рядом горючих веществ на расстоянии порядка 2 метров. И быть готовыми, чтобы, если какие-то произойдут форс-мажорные обстоятельства, быстро среагировать. То есть вода, песок, все должно быть рядом. Телефон для вызова 01.
Кстати, Или 112. действительно, про это не стоит забывать. Как обычно, этот номер короткий, но такой важный, нужно знать и под рукой иметь телефон, чтобы его, если что, использовать. А еще хотела уточнить. Тут туристы отправляются в лес, допустим, да, там тоже вообще нельзя разводить костры. Они могут получить штраф за такое? Разведение огня запрещено. Слышали, дорогие туристы? То знаю я что вас. все равно должны быть какие-то разумные меры для соблюдения элементарных правил пожарной В безопасности. конце концов, есть газовая горелка. Ее использовать же можно? Конечно. Это же не открытый огонь, это огонь под контролем. Но если костер сделать, то, понятно, сделать углубление в почве в пределах 1 метра диаметром. Ну и, конечно же, за собой И посмотреть. потом, соответственно, затушить и прикопать. Проконтролировать, что за собой оставили, во-первых, порядок и безопасность. Ну, я слышала еще, что вот разбитые бутылки бывают, становятся причиной пожаров такого рода. Как правило, причина возникновения пожаров в лесах, на полянах – это человеческий фактор, в первую очередь. Но бывают и случаи, когда преломление солнечных лучей, фокусирование через разбитые стекла или же грозовые разряды, даже в том числе и сухие грозы. Но это маленькая доля причин возникновения пожаров в лесах. В первую очередь, это человеческий фактор и производственная деятельность. Ну что ж, человеческий фактор на первом месте как причина возникновения лесных, ландшафтных и различных пожаров, которые летом, к сожалению, невозможно практически исключить полностью. Поэтому мы призываем вас быть внимательными, быть ответственными. И об этом нам рассказал сегодня Динар Азатович Салихов, заместитель начальника Государственного казенного учреждения противопожарной службы Республики Башкортостан, Госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям. Спасибо большое. Приходите к нам еще, напоминайте о важном и желаю, чтобы у вас работа была чуть-чуть поспокойнее. Спасибо вам. Пожелаю вам хороших выходных, не познавать горечи утрат и берегите себя, своих близких и природу.